И вновь в страну возвращены кыргызстанцы, на этот раз из Катара и Кувейта. Согласно эпидемиологическим правилам, прежде чем наши граждане выйдут из салона самолета, эпидемиолог проверяет их температуру. У всех, кто находится в самолете, температура в норме. Сейчас будет контрольная проверка. Вместе с нашими гражданами рейсом Эль-Кувейт, Доха, Бишкек в международный аэропорт Манас также прибыл 31 гражданин Казахстана. Казахская сторона их встретила и вывезла специальным транспортом на родину, а прибывшие кыргызстанцы благодарят за оказанную помощь диппредставительства и правительства. Посольство помогало, длилось около месяца, думаю, даже чуть меньше месяца. Они организовали этот рейс, вот с этим мы приехали сегодня. Да, нам помогали эльчиликтен жамааты и наш консул. Абдан чоң жардам берди, чоң рахмат элчиликке. Биз 3 айдан бери ошол жерде жаттык, Кувейтте. Анан где-то бир 13 күндөй, 1-2 жумадай бүтүп калдык. Ну да, они все-таки добились своего. Помощь была оказана. Биздин кетишибизге мүмкүнчүлүк барбы десем, биз азыр учурда туктап жатабыз. Бир 15 күндө маалымат беребиз деп айтышкан. Аябай деле бүткөн жокпуз. Жакшы, баары ордордунда убагы менен уюштуруп бератты. Они нам организовали перелет, организовали транспорт. И каждый раз, когда у нас были вопросы, они всегда отвечали вовремя. Сложности с транспортировкой наших граждан возникла в связи с 24-часовым комендантским часом в Кувейте. Однако, несмотря на это, стороны пришли к соглашению и в Кыргызстан вернулись 107 граждан. Власти оказали всяческую помощь в организации чартерного рейса. Посольством Кыргызской Республики в государстве Кувейт ведется работа по составлению списков граждан Кыргызской Республики, желающих вернуться на родину из стран, которые входят в зону ответственности посольства. А вот транзитом через Казахстан в Кыргызстан прибыли 43 гражданина из Кореи и Японии. Им со стороны диппредставительств в странах пребывания также оказывалась всесторонняя поддержка и помощь. Для наших граждан был организован транспорт, чтобы они прибыли в страну беспрепятственно. Биз элчилик менен иштештик, элчилик тышкы иштер министрлиги менен иштешип, бүгүнкү ушул чартерди уюштуруп беришти биз. Элчиликке Кыргыз Республикасынын элчилигине кайрылдык, алар өздөрү чыгып, биз менен 1 айдан бери тыгыз байланышта болуп, бизге жакшы көмөк көрсөтүштү. Биздин өкмөткө рахмат, посольствого рахмат, МИДке рахмат. Ошентип бизди калтырбай, бүт вниманием барын эметип алып келгенине рахмат. Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заявил, что возвращение из-за рубежа каждого гражданина – это приоритет государства. Внешнеполитическим ведомством и дипломатическими учреждениями предпринимаются максимальные усилия, сообщил Айдарбеков. Президентом Кыргызской Республики была поставлена четкая задача найти пути и содействовать возвращению наших граждан, находящихся в иностранных государствах, на родину. Для реализации данной задачи Министерство иностранных дел Кыргызской Республики и загранучреждения работают всесторонне и со всеми, в том числе во взаимодействии со странами-партнерами. Все наши посольства и генеральные консульства работают бесперебойно, идет тесное взаимодействие с диаспорами, объединениями соотечественников за рубежом. Возвращение наших граждан организовано Министерством иностранных дел во исполнении поручения президента и правительства в рамках работы по возвращению граждан Кыргызстана из иностранных государств. Все прибывшие граждане помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур. На сегодняшний день работа по организации возвращения граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах, продолжается. Дастан Касканов, Бексултан Курманбекулу, Ала-То 24.